Долгожданное открытие кампуса школы 21 состоялось в столице Ингушетии. Образовательный проект Сбербанка России готовит программистов мирового уровня и призван дать мощный импульс развитию IT-кластера в регионе. Кампус в Магасе стал 8-м на территории России и 1-м в Северо-Кавказском федеральном округе. Старт работе в торжественной обстановке дали почетные гости. Все подробности в репортаже Мадине Аздоевой. Мы хотим, чтобы именно вы приложили свои руки к символу Ингушетии. Приложив ладони к символичной башне, председатель правления Сбербанка Герман Греф, глава республики Махмуд Али Калиматов, генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев, предприниматель и меценат Михаил Гуцериев делают новый шаг в цифровое будущее Ингушетии. Восьмая в России, первая в Северо-Кавказском федеральном округе школа 21 сегодня официально открылась в Магасе. Гости осмотрели здание, поздравили команду школы и пообщались с участниками отборочного интенсива. Какие-то языки есть у вас? Да, у меня опыт, когда я учился, у нас были Fortran, Visual Basic, но имеется в виду этап развития. Python. Ничего современного? Не, почему? В Python лекции отчитываю. Python это какой язык? Вам много не надо, что называется. C++ помочь. Да, изучал тоже. Здесь обучаются более 300 человек, чуть меньше трети из них девушки. Средний возраст от 18 до 24 лет, самому старшему 48. Это представители самых разных профессий. Ребята не новички в программировании, они уже успели освоить основные IT-навыки. Я работал программистом и одновременно преподавателем, обучал детей программированию в ходе будущего. Сложно было попасть в эту школу для вас? Нет, прям легкие задания были для одного этапа. Да и в принципе сейчас задания не особо сложные. Мы в течение 26 дней без выходных, естественно, стараемся как можно больше времени здесь проводить. И с понедельника по четверг у нас у каждого свои индивидуальные проекты. В пятницу каждую неделю будут экзамены. И на этих экзаменах будут фиксироваться наши точки роста, то есть будет смотреть, какие у нас результаты. Кампус школы представляет собой офис современной IT-компании площадью более 3500 квадратных метров, количество рабочих станций 250. Организованы удобные зоны для обучения и отдыха. Всеми возможностями участники проекта смогут пользоваться круглосуточно и бесплатно. Аудитории школы 21 разместились на 3 этажах Академии цифрового развития. В уникальном дизайне просматриваются этнические штрихи. Рабочие пространства названы в честь главных ценностей ингушского народа – благородство, усердие, смелость и доверие. В школе применяется уникальная методика образования равный равному. Участники работают над проектами как в команде, так и самостоятельно. Здесь peer-to-peer система, то есть ты что-то знаешь, ты делишься с другими. Если кто-то знает тоже что-то лучше тебя или там углубленно, тоже делятся, все знать невозможно. Мы все, получается, в одной лодке, и все, у кого мы можем просить помощи, это либо интернет, либо мы сами. То есть как-то пытаемся в этом разбираться вместе. Часто приходится спрашивать? Часто, иначе никак. На первую волну обучения поступило более 2500 заявок, из них 93% жителей Ингушетии. Если вы просто же хотите повысить свою квалификацию, пройти профориентацию, добрать какие-то специфические знания, курсы, будь то математика или дизайн, это уже Академия цифрового развития, то есть это наши дополнительные программы. Школа 21 – это проект Сбера, который мы делаем совместно вместе с группой Сафмар в республике. Почетные гости ответили на вопросы журналистов о плюсах и перспективах такой формы подготовки кадров для IT-сферы региона. 8 лет его развиваем, достаточно много денег. И для нас это благотворительный проект, это наша социальная ответственность. Но у нас все управление сразу же поддержало этот проект. Мы посчитали, что для молодых ребят возможность самореализоваться это куда важнее, чем какие-то в моменте заработанные деньги. Они, если будут специальности иметь, тем более, они могут на расстоянии работать и многое что делать. Но и с другой стороны, и выезжать. Вот та сфера, которую сейчас Герман Оскарович сказал, по всей России, пожалуйста.
придет время, так и еще куда-то пойдем. Поэтому для нас это очень важно. И я только могу сказать спасибо, еще раз спасибо. Мы должны идти вперед. И этот шаг с его помощью мы делаем. Спасибо ему, и мы его сделали уже. И мы пойдем, не останавливаясь, и нас никто и ничто уже не остановит. В Ингушетии это вдруг возникшее на моих глазах лидерство для огромного региона всего Кавказа, всего Северного Кавказа, должно дать вам огромные стартовые преимущества. Ну и соседи подтянутся, мы об этом только мечтаем. Да, все правильно. Мадина Аздоева, Малский Гиев, Ахмед Исмурзиев, Мадина Марзиева, Вести Ингушетия.